все девочки родилась. Saimaa nyt rikkavasti tulla. Ära istu lehtede peale. Saimaa peab sinu naine olla. Mis ka? Что ты еще? Тоже цветами. Ну так она не умеет там. Yes, это в Стокгольме. Info Trainer. Информация для тех, кто едет в Стокгольм. Так, я совсем сначала не подумала, а потом вспомнила, что нужна нам вот эта Рахмус Вахелине Киндлус-карт, карточка международного страхования. Ну как она нужна? Это по желанию. Но вообще, конечно, лучше иметь эту карточку, потому что вдруг что-то случится, с этой карточкой могут оказать вам помощь. Нам. Да? Точно она тоже не здесь. Я добавлю пару слов. Я вот для нее, значит, в четверг ей закажу. Если кто хочет, я вам через интернет все здесь. Но, значит, вы должны взять ID-карту с собой и обязательно. Кто хочет. Кто не хочет идти в музей, гуляйте по Кадыревке. После того, как кончится там красивая территория, все. И после этого, когда мы после экскурсии, мы в автобусе едем уже на голову. Еще в отношении Стокгольма. Значит, в Стокгольме у нас будет экскурсия по городу. Наш гид, наш город, который мы уже не раз ездили, он ведет эту экскурсию. С нами едет опять фирма «Дилижанс» Валерий, наш тоже водитель. Да. В Стокгольме тоже он едет, да? В Стокгольме тоже он будет. И там у нас останется время, и есть предложение сходить в музей Астрид Линдгрен, это писательница шведской, детской. Очень интересный, говорят, музей. Ну все, она ainult детский. А там будет интереснее для взрослых, чем для детей. Ну я не один рассказывала. Да? Вот Пури Элли, да, на Пури одна из Только для детей. Ну вот что? Ну вот вы будете? Купили старайтесь. Линдгрен. Так, ну дело в том, что там где этот музей, там еще есть музей. Там есть это ajaloommuuseum, kus on platna 3 voorusega. Sealt natukene sellest mööda minna, natukene maad sellest. Ja aga Lindgreni oma on tasuline ja see on täiesti lastele. Ma olen seal 2 korda lastele. Ну вот, ты говоришь, что это музей для взрослых неинтересно, хотя мне вдруг сказал, что так интересно для взрослых. Вообще-то Да. интересно. Но там же рядом, там же недалеко есть исторический музей, где бесплатный вход. Ja kes ei neid pildi ja neid raamatuid pole lugenud. Aga Tatjana, vot laevas on see, kes süüa ei telli. See, kes ütles, see, kes sealt Rootsi rahvast süüa ei telli, seal on ju nii palju neid kohtasid, kui süüa ei pea tingimata. Ma unustasin öelda. Вот здесь должно напоминать мне, что кроме этого вот так называемого буфета, ну это так скромное название буфет, на самом деле это шведский стол большой. Там же много разных кафешек в самом теплоходе, в разных местах, где можно тоже вечером посидеть, покушать. И там уже вы сами выбираете, там что и как, на какую сумму. Поэтому кто хочет, заплатил уже за ужин, пожалуйста. Кто хочет сам. Nii, kuulge, Eesti seltskond, mismoodi me teeme? Kas see jutt, see läheb ju nii pikaks, kui ma nüüd ka ühes keeles räägin? Kas ma räägin ühes keeles, vene keeles või ma hakkan ka ühes keeles räägin? Kuidas te mulle ütlete?
Подождите, ну, я спросила у эстонского общества, на 2 языках это будет все очень длинно, вот, и сказали, давайте все на одном, на русском языке, все будут. И все понимают по-эстонски. Сказка была такая, что ее труднее описать, но я вам сначала на большой карте покажу, откуда мы. Ну, то есть мы из Германии. Знаете, все имеют название. Они все имеют название. Так вот, в этот раз это Коста Делициоза. Так что мы путешествовали на Коста Делициоза. А я даже не знаю. Не смотрела. Ой, есть, я как этим не умею. Я сама по острову. Вот мы едем, посмотрите, какие вокруг горы каменистые, все. Вот это все снимки сделаны из автобуса. То есть мы едем по городу, вот по острову Корфу. Вот. Ну, это просто, чтобы вам посмотреть. Вот так выглядит Корфу, вот море. Променад красивый. Потому что я не знала, что там говорить. Вот это остров, все запомнили. И потом я не помню, где я что снимала. Ну, пришлось восстановить. By